السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. По милости Аллаха Субхану ва Тааля продолжаем с вами уроки, посвященные пониманию имен Аллаха Всевышнего. И на прошлом уроке мы с вами прошли имя Аллаха Ас-Самад, на последнем. Сегодня же у нас новое имя, которое звучит как Аль-Хади. Имя Аллаха Аль-Хади. В Коране это имя приходит в двух аятах. В одном из аятов в суре Аль-Хадж 45-м Аллах Та'аля говорит: «Ва инна Аллаха лахадини аллазина аману иля сирати мустаким». Воистину Аллах ведет лахадин, ведущий прямым путем тех, которые уверовали. И в суре Аль-Фуркан 31-м Аллах говорит: «Вакафа би раббика хадия ва насира». И достаточно твоего Господа как хадия, как ведущего, наставляющего на прямой путь, ва насира, и помощника. И слово имя Аль-Хади, Аль-Хади происходит от арабского слова имя, слово Аль-Худа, Худа. Аль-Хади от арабского слова Худа. И что же означает Худа? Что означает слово Аль-Худа? У арабского слова Аль-Худа несколько значений. Одно из значений — это указание, указывать, вести. Также есть значение выводить из чего-то во что-то. Ты выводишь вещь во что-то другое. Это называется тоже Аль-Худа. И также Аль-Худа называется подчинение. Один из смыслов Аль-Худа — подчинение. И также из смыслов Худа — день. Значит, в арабском языке слово Аль-Худа, от которого произошло имя Аллаха Аль-Хади, имеет следующее значение, которое мы указали. А что же в отношении Аллаха Субхану ва Тааля? Когда мы говорим Аллах Аль-Хади, что это означает? На что это указывает? Дает такое объяснение имени Аль-Хади, что Аллах Субхану ва Тааля, Он тот, который указывает своим рабам путь, который ведет их к счастливой жизни в этом мире и в следующей жизни, и ведет их этим путем. Указывает своим рабам путь, который ведет к счастливой жизни в этом мире и в следующей, и ведет их этим путем. Вот что означает имя Аллаха Аль-Хади. И когда Аллах говорит: «Аллах Аль-Лахадини аллазина аману», тот, который ведет верующих прямым путем, это имеется в виду. То есть прямой путь, который приведет к счастливой жизни человека в этом мире и в следующей жизни. И в общем, хидая или же худа, вот это прямой путь, наставление, можно сказать, можно разделить на 4 вида. Первый из которых — это всеобщее наставление, которое касается всех живых существ, как разумных, так и неразумных, да, как верующих, так и неверующих. Это касается всех, и оно затронуло всех. Как Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Алак говорит: «Саббих исма раббика аль-а'ля, аллази халака фасавва, валлази каддара фахада». Очищай твоего Господа Всевышнего, который сотворил и соразмерил, и который предопределил судьбу каждого, фахада, и направил каждого своим путем. То есть каждое существо живое в этом мире, Аллах Субхану ва Тааля дал им вот это хидая, направление, наставление. И это хидая, этот вид хидая в наше время называют инстинктами. Инстинкт. Как ребенок, который только что родился, он тянется к груди матери. Ребенок, он только что вышел на свет. Он откуда знает? Ему никто не учил этому. Но он ищет, да, у кого есть дети, они понимают.
Он ищет грудь материнскую. Он сам даже не видит еще, да, у детей глаза-то еще плохо видят, но он ртом ищет. Откуда это? Вот это. Это есть хидая, наставление от Аллаха Субхану ва Тааля. Или же животные, да, говорят, животные инстинкты. Нет, это все хидая, это наставление от Аллаха Субхану ва Тааля. Как хищные животные не поедают своих детенышей. Это тоже хидая. Животные знают, какую траву им кушать, а какую нет. Какая ядовитая, а какая полезная. Даже знают, какой травой лечиться. Как говорится, да, если собака уже стареет, то или собака заболевает, ее отпускают, она ищет сама. Собака вообще траву-то не ест, но так говорят, да, кто собака смотрит, они отправляют, и они сами находят траву и лечатся этой травой. Как они ее находят? Откуда они узнают? Они же не изучали ботанику там, да, какую-то. Нет. Аллах Субхану ва Тааля их наставил. Хидая, вот это, которое Аллах Тааля указал им. И вообще мир животных и всяческих существ является знамением для людей. Взять пчел, которым Аллах Субхану ва Тааля внушил собирать мед с растений. Они разлетаются в разные стороны, а потом возвращаются в свои дома. Или же птицы, которые улетают осенью и возвращаются весной, вот которые сейчас скоро будут прилетать, иншаллах, они возвращаются опять в свои дома. Они куда-то далеко улетают и возвращаются. Откуда они знают путь? Откуда у них эта дорога? Они откуда ее знают? Это хидая от Аллаха. Это не какие-то там выработанные инстинкты, да? Нет. Это хидая, это наставление от Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И в Коране Аллах Тааля говорит: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Какое бы животное ни было, или же птица, которая летает, машет своими крыльями, это есть подобные вам народы. Это есть народы, подобные вам. Умма. То есть у них есть свой какой-то строй, да, жизнь этих муравьев даже посмотреть. У них есть главная там матка, у них есть собиратели, у них есть рабочие, у них такая система налажена. Откуда это все? Это вот есть хидая. Первый вид, один из видов хидая. И дальше говорит Аллах Тааля: мы не упустили в нашем Писании ничего. И все они вернутся к своему Господу. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. А те, которые считают ложью наши знамения, они слепы и глухи в темноте. То есть вот эти существа, которые живут вокруг нас, в них есть знамения для людей размышляющих. Но те, которые считают это ложью, они являются слепыми и глухими. Они не могут этого видеть. И кого, говорит Аллах Тааля, пожелает, того введет в заблуждение, а того, кого Аллах Тааля пожелает, того поведет прямым путем. И также одним из видов хидая, наставления, это является цель и миссия пророков. Это указание и объяснение прямого пути. Один из видов хидая – это когда Аллах Субхану ва Тааля своим рабам, которым возложено следовать его приказам и сторониться его запретов в арабском языке, то есть мукалляфун, раб мукалляф, на которого возложено обязательство, да, Аллах им направляет пророков, Аллах им объясняет, доводит прямой путь, указывает этот прямой путь, объясняет этот прямой путь. И доводит и указывает Аллах Субхану ва Тааля данный прямой путь двумя путями, двумя способами. И первый мы уже сказали, это через пророков. Напрямую Аллах Субхану ва Тааля кого-то посылает, который показывает людям этот прямой путь, эту хидая, объясняет, каким путем надо идти для того, чтобы достичь счастья, как в этом мире, так и в следующем. И каждый пророк лишь мог указывать. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. И не лежит обязательство на пророке, кроме как указания и разъяснения. Каждый пророк приходил и показывал. И Аллах Тааля говорит:
в Коране: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. В суре Фуссилят, 17 аяте, что касается самудян, народ Самуда, فَهَدَيْنَاهُمْ, мы наставили их, فَهَدَيْنَاهُمْ, мы наставили их, говорит Аллах Субхану ва Тааля. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى, и они пожелали слепоту взамен, они пожелали слепоту над прямым путем. То есть Аллах Та'аля в этом аяте говорит: «Фахадайнахум», и мы наставили народ самудян. И тут не имеется в виду, что Аллах Та'аля наставил их прямой путь, что они стали верующими. Нет, как мы знаем из истории народа самудян, они оказали неверие своему пророку. Но Аллах говорит: «Фахадайнахум», и мы наставили их. То есть что здесь имеется в виду? То есть Аллах указал им прямой путь. То есть это называется хидая в арабском языке. Аллах им показал прямой путь, послал им пророка, он объяснил им, показал свои чудеса, но они при этом оказались неверующими. Они пожелали оставаться слепыми, нежели последовать прямым путем, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И каждый пророк показывал людям. И также Аллах Всевышний указывает на прямой путь через знамения в нашем окружении. «Инна фи халки ас-самавати валь арды ва ихтиляфи ал-лайли ван-нахари ла-аяти ли-улил альбаб». Воистину, в сотворении небес и земли и смене дня и ночи есть знамения, аят, для людей размышляющих. То есть эти аяты, сотворение вот этого сущего всего, что вокруг нас находится, «Ва фи анфусикум афаля тубсирун», и в вас самих же, разве вы не видите, говорит Аллах Та'аля, даже в нас самих для человека есть знамения, аяты, для размышляющего человека. И вот эти аяты, вот эти знамения, они также являются путем доведения до людей вот этого прямого пути, указания, хидая. То есть Аллах Та'аля или через пророков довел до людей, и также Аллах Та'аля через вот эти знамения, которые лежат вокруг нас, находятся вокруг нас, довел до нас вот этот прямой путь, хидая, объяснил и довел. И что касательно размышлений над творениями Аллаха, это также является великим поклонением. Размышлять над творениями Аллаха, это является большим поклонением. И как говорил Абу Дарда, ради Аллаху анху, великий сподвижник, который отличался своим большим количеством поклонений, он говорил: для меня час размышления над знамениями Аллаха любимее, чем час выстаивания ночной молитвы, говорил. Час размышления над знамениями Аллаха. То есть смотреть вокруг, смотреть на небеса, смотреть на землю, смотреть на вот эти же создания Аллаха, смотреть на них, размышлять. Да? Это любимее для меня, чем, я считаю, это более великим поклонением, чем выстаивать час ночной молитвы, он говорил. И нам, да, будучи мусульманами, тоже надо зачастую иногда просто сесть и поразмышлять над знамениями Аллаха Субхану ва Тааля. Ведь это приводит к поднятию имана, несомненно. Да, у нас какая-то суета, или человек дается совершать большое количество поклонений, может быть. Но в то же время он должен стараться размышлять, смотреть. Во всем есть размышления. Как Аллах Та'аля нам указывал, чтобы мы размышляли и думали. И как, скажем, к примеру, даже сейчас вот скоро начнет таять снег, и из мертвой земли начнет вырастать, что начнет? Живая листва, живая трава. И об этом Аллах Субхану ва Тааля в Коране тоже говорит, что Он в судный день воскресит людей, подобно оживлению мертвого города. Город был мертв, сейчас посмотреть, ничего вообще нет, все мертво. Но весной, когда пойдут дожди, когда потеплеет, все начнет заново прорастать. И мусульманин, когда вот эти видит моменты, он должен размышлять. Вот я же тоже так же. Подобно этим, как Аллах Та'аля нам сказал, мы будем воскрешены, и мы будем отвечать перед Аллахом Субхану ва Тааля: я готов ли к этой встрече, я готов ли к ответу. В каждом моменте нужно, в каждой вещи нужно искать для себя пользу, видеть, уметь видеть вот это аят, знамение. И
Значит, Аллах, субхану ва тааля, Он тот, который указывает прямой путь через своих пророков. И из этого можем мы извлечь одну пользу. Раз Аллах, Он единственный аль-хади, Он единственный, который указывает прямой путь. И как Он этот путь указывает? Он указывает его через пророков. И значит, человек может достичь прямого пути, лишь последовав за пророками. Из этого следует, да? Аллах, Он аль-хади, Он показывает прямой путь. Показывает его через пророков. И значит, только последовав пути пророка, мы последуем прямым путем. И значит, нет другого прямого пути, кроме как пути пророков. Как Аллах, субхану ва тааля, в суре Ан-Нур говорит: وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Если вы подчинитесь ему, то есть пророку, то вы последуете прямым путем, говорит Аллах Та'аля. И нет на пророке обязательства, кроме как доведения и объяснения. Доведения, разъяснения. То есть, значит, нет никакого второго какого-то прямого пути в этом мире нет. Есть лишь один путь, и это есть путь пророков. Чистый, от всяких нововведений, да, или же наоборот, от сокращений каких-либо. Нет, таким путем, если мы последуем таким путем, на который указал пророк, алейхиссалату вассалям, то значит мы последуем прямым путем. Потому что его послал Аллах, который является аль-хади, который является указывающим прямой путь. И третьим видом хидая, наставлением, является, когда Аллах наставляет человека на прямой путь. То есть само по себе уже наставление. Первое мы сказали, это инстинкты. Второе, это указание. И указание через пророков. И пророки указывали. И даже мы, будучи людьми, когда человеку объясняем религию, мы лишь указываем прямой путь. Показываем прямой путь. А потом уже третий вид идет, это хидая, наставление. Когда Аллах, субхану ва тааля, открывает в сердце человека иман. Когда наполняет его сердце верой. И он встает на прямой путь. Это тоже хидая, наставление. И Аллах, кроме Аллаха Та'аля, никто не может. Никто не способен. Как бы мы ни старались, если Аллах Субхану ва Тааля не откроет человеку, то он не последует прямым путем. И мы можем привести пример из жизни пророка, алейхиссалату вассалям, и его дяди Абу Талиба. Все мы знаем эту историю. Когда Абу Талиб, который с 8 лет воспитывал пророка, саллиллаху алейхи вассалям, всю жизнь его оберегал, помогал, даже когда его народ вышел против него, он его оберегал, но при этом он оставался на своей религии. И уже когда смерть постигла его, когда пророку, саллиллаху алейхи вассалям, было около 51 года, и при смерти он лежал, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: скажи ля иляха илляллах, и я буду свидетелем за тебя в судный день. Но он ушел на своей религии. И после этого Аллах Та'аля послал аят: «Иннака ла тахди ман ахбабта, валякинна Аллаха яхди ман яша». Ты не наставишь на прямой путь тех, кого любишь, но Аллах наставит на прямой путь тех, кого пожелает, говорит. Значит, никакой человек, никто, не пророк, будь даже ангел, никто не может человеку наставить на прямой путь этот, кроме Аллаха Субхану ва Тааля. И тут надо понять то, что наставление или же заблуждение, оно происходит лишь по справедливости Аллаха и по его мудрости. Аллах, субхану ва тааля, не совершает несправедливости по отношению к своим рабам. Он кого-то повел прямым путем, значит, в этом есть какая-то мудрость, и в этом есть справедливость. Если Аллах Тааля кого-то прямо заблудил, значит, в этом есть справедливость, и в этом есть мудрость. И Аллах говорит в суре Фуссилят: «Вама раббука бидаллямин лиль-абид». И твой Господь не причиняет несправедливости своим рабам. Твой Господь не причиняет несправедливости к своим рабам. И в других аятах говорит, то есть Аллах ведет кого-то повел прямым путем, значит, он заслужил. Если же Аллах, субхану ва тааля, кого-то повел путем заблуждения, значит, этот человек заслужил.
И Аллах говорит: «Инна Аллаха ля яхдил каума аль-кафирин». Аллах не ведет прямым путем неверующих. И не ведет прямым путем совершающих несправедливость. Или же не ведет прямым путем распутников. И в другом аяте: «Инна Аллаха ля яхди ман хуа кадибун кафар». Аллах Та'аля не ведет прямым путем лжеца и неверующего. И подобного аятов много. То есть Аллах Та'аля кого-то повел прямым путем, значит, по справедливости и по своей мудрости. И тут тоже из этого момента мы можем извлечь для себя пользу, да. Во-первых, что мы, как бы мы ни старались, мы не можем человека наставить на прямой путь. На нас лишь доведение. На нас лишь доведение. И просить у Аллаха, субхану ва тааля, чтобы Он наставил этого человека на прямой путь. Во-вторых, также каждый человек, которого Аллах повел этим прямым путем, должен ценить его. Должен ценить и пользоваться той возможностью, которую Аллах Та'аля ему дал. Если же человек не пользуется и расходует свое время впустую, то Аллах, субхану ва тааля, как дал, так и может забрать. И также нужно понимать, что никакому мусульманину, да, никакому верующему нет у него права каким-то образом кичиться или возгордиться после того, как он стал мусульманином. Вчера только ты был подобный им, но Аллах Та'аля даровал тебе. А сегодня бывает, да, его пришел в мечеть, стал на прямом пути, и тут уже начинает говорить: а он такой, он сякой, да, они такие, и уже какое-то неуважение. Вчера только человек был сам таким, и Аллах Субхану ва Тааля дал ему дар. Он должен ценить его, и он не должен возгордиться. Он, наоборот, должен для других стараться донести вот этот путь. Если Аллах Та'аля тебя открыл, это не для того, чтобы ты принижал других потом. Нет. Если Аллах Та'аля тебе что-то открыл, как мы об этом уже говорили, когда объясняли имя Аллаха Ар-Раззак, если Аллах дал тебе какой-то ризк, и иман это тоже ризк, мы сказали, иман это из видов риска, Аллах тебе дал этот ризк тебе, то ты, если тебе дал какой-то ризк, то для того, чтобы ты тоже другим этот ризк потом давал. Басата. Он тебе раскрыл, то ты должен тоже другим раскрывать. Аллах Та'аля наставил тебя на прямой путь. Значит, тебе нужно другим сейчас его объяснять. Да, не должен человек закрываться и отталкивать других от себя. Нет, такое не должно происходить. Это ни'ма, которую Аллах Та'аля тебе оказал, и ты должен доводить ее до других. И четвертый хидая, также из видов хидая называется, это в судный день, когда Аллах Субхану ва Тааля направит верующих в путь, который ведет в рай, а направит неверующих в путь, который ведет в ад. Как в суре Аль-А'раф, упоминая слова верующих, Аллах Та'аля говорит: «Альхамду лиллахи аллади хадана ли хада, ва ма кунна линахтадия лауля ан хадана Аллах». Обитатели рая будут говорить: хвала Аллаху, который повел нас этим путем. Если бы Аллах не наставил нас на этот путь, то мы бы не пошли, мы бы не нашли этот путь. И что касательно неверующих, Аллах говорит: «Ухшуру аллазина заламу ва азваджахум ва ма кану я'будун мин дуниллахи фахдухум иля сиратил джахим». Воскресите тех, да, поднимите тех, которые совершали несправедливость, и их жен, и их супругов, и тех, кому они поклонялись помимо Аллаха. Фахдухум. И ведите их в путь, и ведите их путем, который ведет в ад, говорит Аллах Субхану ва Тааля. И напоследок, касательно хидая, указывая на важность вот этого хидая в жизни каждого мусульманина, в каждого человека, то, что каждый человек нуждается в хидая, в наставлении Аллаха Субхану ва Тааля всю свою жизнь, Аллах повелел нам в каждой молитве, в каждом ракаате просить у него вот эту хидая. Как мы говорим в суре Аль-Фатиха: «Ихдина ас-сирата аль-мустаким». Веди нас прямым путем. То есть Аллах Та'аля нас наставил, и говоря «Ихдина», веди нас, то есть, чтобы на этом пути Аллах Та'аля нас укрепил. И каждый мусульманин нуждается в этом. И тут можно привести слова одного ученого. И в каком бы положении и человек нуждается, в каком бы положении он ни был к этой хидая, к этому наставлению. Например,
он нуждается в покаянии, если он совершает грех. Говоря «Ихдина ас-сират аль-мустаким», мы просим у Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он наставил нас на путь покаяния. Если у нас есть какие-то грехи, то чтобы Аллах Тааля наставил нас на этот путь покаяния, и мы нуждаемся в этом. Или есть деяния, на которые Аллах Тааля наставил нас в общем, скажем, без дополнительных действий. Например, Аллах Тааля наставил на прямой путь кого-то и дал ему возможность совершать 5 намазов в день. Но при этом он нуждается еще в других намазах. В ночном намазе, в намазе духа и в других нафиль намазах. И говоря «Ихдина ас-сират аль-мустаким», мы просим Аллаха субхану ва тааля, чтобы Он повел нас путем, в котором мы будем совершать еще дополнительные поклонения, которые мы сейчас не совершаем. И мы в этом тоже нуждаемся. И также человек нуждается в том, что Аллах субхану ва тааля и в будущем даст ему возможность совершать те деяния, которые он совершал в прошлом, или же которые он совершает сейчас. И поэтому мы просим Аллаха «Ихдина ас-сират аль-мустаким». То есть мы, то, что совершали до этого, совершаем сейчас, мы нуждаемся, чтобы в будущем мы тоже шли тем путем, в котором мы будем это совершать. И поэтому мы просим. И деяния, которые он не совершал, он нуждается в наставлении для совершения этих деяний. И другие разные положения человека в жизни, в которой он нуждается в этой хидае. То есть, каким бы человек ни был, в каждом состоянии он нуждается в хидае. То есть, ни один человек не может сказать, что все, меня Аллах уже наставил на прямой путь, я уже иду прямым путем. И ни один человек не может сказать, что он обезопасил себя, что он в безопасности. Нет. Аллах Та'аля вел тебя до этого, но ты нуждаешься в будущем, чтобы тебя Аллах Та'аля также вел по этой хидае. И поэтому на важность этого хидая указывая, Аллах Та'аля повелел нам просить у него хидая. И в намазе, прося у Аллаха субхану ва тааля, иншаллах, нам нужно держать в голове именно те смыслы, которые мы с вами сегодня прошли. Что Аллах субхану ва тааля, Он единственный, который ведет прямым путем. И единственным прямым путем является это путь его пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Все остальные пути это являются заблуждением. Как сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям: я оставил вам 2 вещи, держась за которые вы не заблудитесь. Это Коран и Сунна. На этом, иншаллах, мы закончим разъяснение этого имени.